Памятник Ио Когония был установлен в Сухумском сквере на набережной в 1965 году, но, как и многие другие скульптуры, был уничтожен во время Отечественной войны народа Абхазии грузинскими оккупантами. Компания «Аквафон», следуя своей стратегии поддержки культурных и социальных проектов, решила привлечь внимание общественности к памятнику поэта. Для этого и была проведена благотворительная акция по облагораживанию парковой зоны у памятника Ио Когония. Были установлены новые столбы со светильниками, лавочки, клумбы, уложена тротуарная плитка, устроены пешеходные дорожки из щебня. 14 июля в 10 утра коллектив компании «Аквафон» вышел для завершения работ по благоустройству сквера. Памятники таким значительным личностям, считают в компании «Аквафон», являются для народа общенациональным достоянием и должны служить целям образования, культуры, идейно-нравственного и эстетического воспитания. Мы вспомнили, что в 2014 году выдающемуся абхазскому поэту Ио Когонии исполняется 110 лет. И мы знаем, что из-за того, что вот после войны практически все наши памятники были или изуродованы, или уничтожены. А памятники, они нужны не им, эти памятники нужны нам, живым, для того, чтобы мы могли своим отношением к ним воспитывать молодое поколение. Вечером состоялась торжественная часть мероприятия. В сквер для возложения цветов к памятнику поэта пришли деятели культуры Абхазии, родственники Ио Когония и горожане. Для поэта Мушни Ласурия это место святое, ведь своим развитием абхазская поэзия обязана 3 крупнейшим поэтам 20 века – Ио Когония, Дмитрию Гуля и Баграту Шинкуба. Мушни Ласурия не теряет надежды, что памятник Ио Когония однажды будет восстановлен. Мы надеемся, что этот памятник будет восстановлен в былом виде. Речь не идет о новых проектах. Именно мы хотим видеть его в том виде, в каком мы знали, в каком мы помнили. Я думаю, сегодня здесь то, что происходит, это великолепно. И спасибо всем тем, кто это организовал, кто этому райскому уголку уделил такое внимание. Почтить память выдающегося поэта Абхазии пришли ближайшие родственники, однофамильцы, племянницы Анна Айтинаман, племянник Марлен Гадля и другие. Марлен поблагодарил Аквафон за проведение этой акции и также выразил надежду на восстановление памятника. Сегодняшняя инициатива компании Аквафон и то, что уже сделано, порядок приведен, парк украсен, это, конечно, нас радует. И мы бы хотели, родственники, имеем такую просьбу, что памятник был восстановлен в том виде, в каком он виде был поставлен в 1968 году. После возложения цветов гостей ждал концерт классической музыки под открытым небом. Компания «Аквафон» считает, что подобные акции способствуют повышению сознательности и бережного отношения населения к своей стране и культуре. Денис Кузьмин, Астамур Акаба, Валерий Агума, Абаза ТВ.